Добрый день, дорогие слушатели. В предыдущих своих двух видеообращениях я объяснял, что РМК всю добытую медь после обогащения поставляет за рубеж, Китай. Не хватает мощности для переработки в медь. И что на каждой тонне мы теряем, в этом году уже будет порядка $8000. Если бы мы переработали этот концентрат у себя, и получили бы дополнительно на каждую тонну $8000. Я также объяснил, что у нас для собственных нужд нужно всего 220-250 тысяч тонн меди, а мы производим порядка 1 миллиона тонн, и необходимости дополнительных добычах нет. Мы же должны какие-то месторождения консервировать, оставить запас для наших потомков. И тем более трогать Салаватское месторождение в Абзелильском районе нет необходимости. Слишком бедное, на 35%, а хвостов в результате этого получим, считайте, на каждую тонну порядка 300 тонн хвостов будет образовываться. При добыче 1 миллион тонн 300 с лишним тысяч тонн хвостов, которые останутся в Абзелиловском районе и будут нести экологическую угрозу всему живому. Я поэтому не хочу обращаться к этой теме. Необходимости дополнительной добычи меди нету. Я обращаюсь к руководству, от кого это зависит. Мы медь добываем в достаточном количестве для своих нужд, а вот это продажа за рубеж меди, еще может быть оправдано. Там довольно-таки сейчас порядка $10 тысяч тонна. Если необходимость есть в деньгах, возможно, это какое-то пополнение бюджета даст. Но то, что продавать медоконцентрат, не учитывая, сколько там других металлов, это преступно, я думаю, лично. Необходимо хотя бы производить медь и только после этого продавать. Даже Казахстан соседний сейчас строит медиплавильный завод, чтобы не продавать концентрат за рубеж, мощностью 1,5 миллиона тонн меди в год. Нам надо брать пример соседей, строить современные медиплавильные заводы и реализовывать только медь. И разрабатывать наиболее богатые месторождения, которые находятся у нас в Забайкалье, на Дальнем Востоке, Норильске. А Уралу дать отдохнуть после 300-летнего разработки на любые виды металлов. Урал устал, я говорю так. Но в последнее время появились целая плеяда чиновников, депутатов, аффилированных с чиновниками ЛИС, которые начали нас, борцов за экологию и за разумный подход к добыче ресурсов, которые принадлежат всему народу Российской Федерации. И начали критиковать. Хорошо, кое-кто начал разделять, типа за рубежом, вот они хотят развала туда-сюда. Но вот внутренние тоже типа этого же хотят. Я лично
хочу, чтобы наше государство было инновационной, индустриальной, чтобы мы, сколько добываем медь, полностью перерабатывали и получали конечные продукты в виде автомобилей, космических кораблей, компьютеров, сотовых телефонов. Все это возможно, если мы прекратим такую бесшабашную выдергивание наших недр и продажу оптом и в розницу за рубеж. Если так, дело в деньгах только стоит. И РМК не нужен обзелеловцам. Они могут просто заключить договор, допустим, с китайской фирмой, которые рудное тело будут вывозить, у себя обогащать и производить все, что хотят. И обзелеловцы, как у счетчики, стояли бы около месторождения, сколько тонн загружено рудного тела, и считать свои барыши. Вот самый простой метод зарабатывания денег. Но почему вот это способ зарабатывания передавать надо кому-то чужому, я не понимаю. И сейчас начали уповать, типа вот этот инвестор придет, оказывается, в районе разбитой дороги, оказывается, зарплата маленькая, появятся с большими зарплатами рабочие места, отремонтируют школы, детские сады, дворцы, клубы. Так почему теперь этот вопрос подняли? Почему чиновники хотят вопрос выравнивания разницы уровня качества жизни на дядю, на частное лицо олигарха, который придет и за них будет это делать? Так у нас же чиновники обязаны выравнивать уровень качества жизни между гражданами для всех районов, и выравнивание должно произойти вне зависимости от местных доходов. Для этого не нужны доходы. Для этого достаточно доходов федеральных, республиканских. А выравнивание уровня качества жизни означает обеспечение безопасности проживания, чистый воздух, чистая вода, хорошие дороги, система детских садов, образования и медицины. Это святая обязанность чиновников, начиная с районной администрации и кончая главой республики. Это ключевая ставка, ключевая задача, обязанность государственных чиновников является одной из необходимых целей для национального развития. Не надо свою ответственность перекладывать на временщика. Ну, имею в виду, там, как будет ООО «Салаватская», РМК, неважно. Он, чтобы войти, там, сейчас пряников понаобещает, чиновники скажут, вот он сейчас построит, вот он сделает, умоют руки. А именно они, чиновники, депутаты, которые принимают бюджет, обязаны были эту работу проводить без всяких олигархов. Не надо голову путать людям.
заманивать их пряниками. Начинайте работать. Учителя Абзелиловского района должны получать так же, как учителя Уфимского района. Это ваша святая обязанность. Депутаты районного совета, принимайте бюджет, требуйте дотаций для выравнивания. Получайте, требуйте. Это же от вас зависит. А от того, что начнут добычные работы, и все улучшится, это басня. Месторождение, оно кончится. После него останется карьер глубиной там под километр. И хвосты на десятках гектаров, которые поливать водой, чтобы пыли не было, никто не будет. Это останется подарок за сегодняшние пряники, которые дадут или не дадут, еще вопрос. Пока только обещают. Если даже дадут, это такая мелочь для миллиона тонн меди. Они же хотят добыть и продать концентрат. А вот разницу между концентратом и медью по $8, 8 тысяч долларов на тонну, это 8 миллиардов долларов с вашего месторождения, они хотят подарить Китаю. Думайте головой. Люди, это месторождение еще пригодится. Лет через 50-100, когда будут прекрасные технологии и без всякого вреда найдутся способы добычи. Абзелиловцы, думайте головой, думайте о своих потомках. Не бойтесь этих ложных обвинений. Терроризме, экстремизме, национализме, сепаратизме. Вы живете на этой земле. Вашим детям там жить. Если вы сегодня ради сегодняшнего какого-то эфемерного богатства согласитесь, то завтра будет как в Сибае. Не работай, серный газ, громадный карьер рядом. И никаких денег, исчезнут эти фирмы. Рекультивации не будет, я не помню, чтобы какая-нибудь компания, фирма, там, ООшка сделала рекультивацию. Найдут такие пути, купят таких судей, там, этих всевозможных, но не будут делать. Меня поражает народные избранники, которые ходят как адвокаты и лоббируют на начало геологоразведочных и добычных работ. Малейшие сомнения должно разрешаться в пользу народа. Нет у нас технологий безвредных. Нет у нас нормальных взаимоотношений бизнеса и населения. Опомнитесь, от вас зависит будущее вашего района. А вот эти, которые ярлыки клеют, они получают за это зарплату. Поинтересуйтесь, какие у них оклады, сколько им за каждую передачу платят, и будете приятно поражены размерами их вознаграждений. Вот они и топят, поэтому им там не жить, а некоторые вообще сбегут с республики, а жить там вам и вашим детям.
Всего хорошего.